Конкурс на лучшее подсобное хозяйство в Ингушетии продолжается. Главный приз, напомню, 1 000 000 рублей и дальше еще несколько выигрышных позиций с внушительными денежными суммами. Сейчас независимая комиссия проводит оценку и отбор участников. Конкурс инициировал глава республики Махмудали Калиматов. Сегодня наша съемочная группа побывала в гостях у Марем Гаракоевой. Марем Гаракоева – самая взрослая участница конкурса на лучшее подсобное хозяйство. Мать 9 детей и бабушка 34 внуков в свои 82 года не может сидеть без дела. Она знает, что ее труд приносит реальную пользу родным. В ее огороде обилие плодовых кустарников. Все культуры в хозяйстве соседствуют по законам огородничества. Каждое утро Марем начинается с полива овощей и выкорчевывания сорняков. Я бы здесь санер, мой если я из здесь я бы жёхи ходишь, обрезки. Хамдомас, кедлой. Секрет хорошего урожая овощей прост – максимум внимания. Поэтому и сажать их нужно с хорошим настроением, иначе не вырастут или заболеют. О своих зеленых подопечных Марем даже рассказывает с любовью. Здесь 2 десятка кустов помидоров, столько же огурцов. Чуть дальше грядки с редисом, картофелем, сладким перцем и тыквой. Килограмм 10, 7, 8, все я бы не ел. А скажи, это холодный мир, это что легко гештал. Свое первое подсобное хозяйство Марем завела в 1957 году по возвращении из Казахстана. Навыки земледелия переняла от родителей. Еще в 5-летнем возрасте помогала им с хозяйством. Во время ссылки огород спасал всех от голода. Нужда переросла в привычку. Ранний подъем и труд в огороде остались на всю жизнь. Денан юарсы едля ос бактуха. Албешмиш дилюхаши авсевряденца эштхалу исаяртхана дикам хадежерс. Чаря солар биш. В 1976 году муж Марем остался без работы из-за потери зрения. Детей было много. И снова от голода спасало хозяйство. Со временем дети подросли. И все уже вроде бы определились, но до сих пор этот участок приносит свои плоды. Подсобное хозяйство объединяет всех членов семьи. Даже они кусок я вот и лачу мама я бахсун. Квартиру они жали гуачиш. Нам мама тудя гай багдад. Казан миг дочхан да те да я могу жуач вот да. Тут мама с чока хигат багдадч. И сейчас даже вот Адам все свободное время у огороде. Я, например, здесь удовольствие получаю. Свою ауз искренне. Вот сейчас я пришла тоже там баргиш. И для этого цахбас баргиш морит баха. Семья. Так, и поэтому здесь тишина такая. Здесь бывает курьба. Со внукуш хабаса, со внукуш божьей маме, правнукуш биш. Черешня, бар, абрикос, пергяныш, мехар, биш. В огороде Марем также растет кукуруза. Именно из нее делают жур – специальный сорт муки. Этот вид культуры отличается от своих собратьев цветом. Если привычная кукуруза желтая, то это белая. Урожай собрали, теперь нужно отделить зерна от початков. В этом ей помогает специальное оборудование, которое она привезла с собой из Казахстана. Марем надеется получить главный приз – 1 000 000 рублей. В случае выигрыша она сможет расширить свое хозяйство. Выиграть, да? Если мы теплицы, если дома тракторица, верно, осло выше. Цацхам дали, дикамары моху дочь. $20 ходит азос. Имя победителя станет известно 31 августа. Финалисты, а их будет 13, получат дипломы и денежные призы. Первое место – 1 000 000 рублей и до 50 тысяч за 10 последующих. Финансирует сельскохозяйственный конкурс Резервный фонд правительства республики. Хава Султыгова, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев. Новости 24.